Всем привет! Тема сегодняшнего урока – повелительное наклонение. Повелительное наклонение первого лица единственного числа переводится на русский язык как «давай я сделаю» или просто будущим временем. Окончания «ен», «ен» присоединяются к основе глагола после гласных. Так как по окончанию глагола понятно, о каком лице идет речь, то местоимение часто опускается. Если основа глагола заканчивается на согласную, то добавляются дополнительные гласные буквы а, е, в зависимости от мягкости или твердости слова аен, еен. Рассмотрим примеры. Мен тазалаен. Давай я почищу. Санаен. Дай-ка я посчитаю. При отбрасывании суффикса неопределенной формы «у» глаголам «оку», «есту», «ринджу», «даму» и так далее присоединяются дополнительные или в зависимости от твердости или мягкости слова «ока», «есте», «дам». Поэтому при добавлении окончания повелительного наклонения на письме окончания сокращаются. Рассмотрим примеры. Окейн. Давай я выучу. Окейн. Ренжиен. Я обижусь. Ренжиен. Приведены не все глаголы исключения, только наиболее употребительные. Все глаголы смотрите по ссылке в описании. Повелительное наклонение первого лица множественного числа отличается от единственного числа одной буквой в конце окончания. Вместо «н» пишется «к» в твердом слове и «к» в мягком. Например, «без жинаек» – «давайте мы соберем». «Без жеек» – «давайте мы съедим». Повелительное наклонение второго лица встречается очень часто. В единственном числе окончаний нет, причем и местоимение «сен» часто опускается. Сен ертен кель. Ты завтра приходи. С глаголами оку, есту, ренжу, даму и так далее следуют дополнительные или в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, ок – читай, тана – узнай. Во множественном числе окончание ндар, ндер в зависимости от мягкости или твердости слова. Причем, если слово заканчивается на согласную, то пишутся дополнительные гласные окончание ндар, ндер. Например, барндар – идите, керндер – входите, терезена – жуэндар – окно помойте. Уважительная форма второго лица в единственном числе окончание нез, нез. Если слова заканчиваются на согласную букву, то пишутся дополнительные гласные окончание энез, энез. В уважительной форме множественного числа добавляются, соответственно, окончания множественного числа. Рассмотрим примеры. Биленіздер – танцуйте, дастархан – жасаңыздар – дастархан – приготовьте. В повелительном наклонении третьего лица единственного и множественного числа окончание сэн, сен в переводе на русский язык будет звучать как «пусть он сделает» или «пусть они сделают». Рассмотрим примеры. Ол гүл әкелсін – пусть она цветок принесет. Демалсын – пусть отдыхает, пусть отдыхают. Аффиксы ш, ше часто добавляются глаголом в повелительном наклонении для того, чтобы придать оттенок просьбы, а не приказа. Рассмотрим примеры. Мен жасайыншы, пожалуйста, давай я приготовлю. Кездесейікші, пожалуйста, давайте встретимся. Отрицательная форма образуется при помощи отрицательных суффиксов бабе, папе, маме,
которые присоединяются к основе глагола, затем следует окончание повелительного наклонения. Мен жазбайын. Давай я не буду писать. Демалмайық. Давайте не будем отдыхать. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.